В режиме онлайн без линейки и вальса сегодня для большинства российских школьников прозвенел традиционный последний звонок. Поздравляем дистанционно. Второй день празднования Мархаш. Жители региона проводят Ид-аль-Фитр в кругу семьи. Поездки в гости отменены, поток автомобилей сократился, но нарушения есть. Расскажем о ситуации на дорогах региона. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. Сегодня для большинства российских школьников прозвенел традиционный последний звонок. Правда, без торжественной линейки, вальса, нарядных выпускников и первоклашек напротив, кому передают эстафету знаний старшие товарищи. Но не менее волнительно. Самые искренние пожелания и поздравления звучали в онлайн. По всей стране запустили массовые флешмобы «Последний звонок-2020». На сайте Минпросвещения с утра начался марафон поздравлений, акций, рассказов школьников и педагогов, напутствий родителей. Конечно, в этот день желают главным образом здоровья, поступить в выбранный вуз и найти свое призвание в жизни. Но перед этим сдать ЕГЭ, ведь в конце июня выпускников ждут первые выпускные экзамены. Напомню, в этом году ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. Остальные выпускники получат аттестаты без экзаменов. В Ингушетии в большое плавание во взрослую жизнь с наилучшими пожеланиями провожают порядка 8 тысяч выпускников. 1999 из них закончили 11 классов, 5698 оканчивают школу после 9 класса. С последним звонком и вступлением в новый этап жизни ингушских выпускников поздравил глава республики Махмуд Али Калиматов. Цитата. «К сожалению, самые трогательные для выпускников республики события прощание со школой в этом году проходит не так, как обычно, а в непривычном виртуальном формате. Тем не менее, сегодня у вас радостный и отчасти грустный день, который связан с завершением важного этапа в вашей жизни. Хочу сказать искреннее спасибо родителям и учителям наших выпускников. Я, как глава республики, отчетливо понимаю, что наше будущее Ингушетии напрямую связано с дальнейшим улучшением системы образования. Именно образование мы считаем главным фактором благополучия не только республики, но и каждого человека. Поэтому сфера образования всегда будет в числе наших главных приоритетов. Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. У многих из вас впереди годы студенчества и другие пути. В любом случае, это уже совершенно иной уровень ответственности и за слова, и за поступки. Уверен, что вы успешно пройдете проверку на зрелость, станете достойными гражданами нашей республики и нашей страны в целом, успешными учеными, врачами, предпринимателями, строителями и другими полезными обществу квалифицированными специалистами, профессионалами. Не бойтесь проблем и неудач. Они, к сожалению, неизбежны. Берегите своих друзей, не теряйте связей со школами, учителями, будьте благодарными и неравнодушными. Еще раз поздравляю вас с успешным окончанием школы. В регионе продолжается празднование Мархаш. Ид-аль-Фитр – один из двух главных праздников в исламе. Он означает завершение поста в Рамадан. В течение месяца, соблюдая все предписания Всевышнего, очистившись духовно, миллионы верующих по всему миру поздравляют друг друга с праздником Разговения. Но делать это приходится дистанционно. Пандемия коронавируса нарушила традицию посещения родственников и друзей. О празднике в кругу семьи Идрис Ижиев. Поздравить с праздником Мархаш всех многочисленных родственников и знакомых Тамерлан Чапанов за первый день не успел. Поэтому сегодня он снова не выпускает телефон из рук. Смартфон просто разрывается от сообщений и звонков. Для Тамерлана режим карантина не означает, что праздника не будет. А женская половина дома продолжает накрывать стол. Вот только в этом году им будут довольствоваться только члены семьи. Каждый год обычно мы забываем как раз-таки о себе и встречаем только родственников, гостей, знакомых и коллег. В этом году у нас есть возможность уделить внимание своим самым близким людям, с которыми мы живем. Поэтому чисто семейный праздник. Посидим, поедим. Мархаш не будет. Таким лозунгом пользуются многие в социальных сетях, гася праздничное настроение. Но праздник есть, только проходит немного по-другому. Конечно же, эмоции не те, что раньше, но надо понимать, это самые действенные меры по нераспространению безжалостного вируса. Впрочем, глава семьи Чапановых полностью за карантинные меры и их соблюдение. Взрослые люди,
ответственные люди, они должны понимать, что нас, ингушей, не так много. И каждый человек, один умерший человек или заболевший человек, это очень много. Наверное, в масштабах страны или в мировых масштабах это немного. Но для нас каждый человек на счету. Мы должны беречь друг друга, мы должны сделать все, чтобы эта болезнь не распространялась. Потому что вот сейчас вроде бы пошел спад, да, алхамдулиллах, пошел спад, и если бы нам удалось это закрепить, да, тогда бы и врачам легче было бы, и власти легче было, государству легче было бы, людям легче было бы справиться с этой ситуацией, окончательно закрыть этот вопрос. За эти 2 месяца семья старалась не выходить лишний раз из дома. Ворота держали закрытыми. Дочь Изабелла работает в администрации и не входила в группу, которая должна находиться на самоизоляции. Как и ее мама Патимат, стоматолог по профессии решила на время перейти в инфекционный отдел, так как там острая нехватка медработников. А Тамерлан, не думая о потерях своего дохода, закрыл бизнес. Своим работникам мы выплатили зарплаты, потому что они тоже должны обеспечивать свои семьи. Вставал вопрос в республике, глава республики озвучил этот вопрос по отношению к арендаторам. С арендаторами тоже вопрос решили изначально, потому что они не работали, мы не можем с них брать арендную плату. Мы им сразу об этом объявили еще до выступления, гораздо ранее. Вот. Потом, после выступления Путина, часть мер была снята, разрешили работать в ограниченном режиме, и мы с соблюдением всех мер изоляции, соблюдением гигиены, соблюдением дистанции, мы сигнальной лентой огородили продавцов, ограничили допуск покупателей в магазин, закупили средства дезинфекции. Продавцы в масках работали, в перчатках работали. У Чапановых большая дружная семья, их 11 человек. Правда, в этом году они отмечают праздник не в полном составе. Старшие 2 сыновей со своими семьями, которые живут за пределами региона, не смогли приехать из-за пандемии. Но поздравить родных они уже успели. А для самого молодого члена семьи, Магомеда, отмена традиционного поздравления соседей и родственников стала неприятной новостью. Он больше всего ждал наступления Мархаш. Чтобы как-то скрасить для него праздник, в этом году отец заранее накупил ему целый пакет вкусняшек, а Магомед решил не упускать случая поздравить всех жителей республики с Ид Аль-Фитр. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Свои поздравления с праздником Ид Аль-Фитр в адрес жителей региона направили и полномочные представители Ингушетии в Псковской области и в Северо-Западном федеральном округе. Они также рекомендуют эти праздничные дни побыть в кругу семьи. Mehtas kalimatos, vakpishnaha, ishach alnaha, urishta degbian, mehka oderik dönente, az unilazır dajır bahandoloş, da sotsumbu, odinoş markavulus da hasiliyor. Şoga keykeldısı kasta seygir, uzbah bağalaşkır. Oh diyekirli şog, oşar markavulus da hasılır. Allah kahiyetimiz, Злозар Югодян, могуш мяши долж, иманч, исламыш долж, хос хайоалвик. Уважаемые мои земляки, я хотел бы обратиться к вам с одной единственной просьбой. Давайте мы поможем друг другу. Давайте мы сделаем так, чтобы среди нас было наименьшее количество зараженных. Это все зависит от нас с вами. Сегодня здесь, находясь в Санкт-Петербурге, ингуши, которые проживают здесь и в Ленинградской области, и по Северо-Западному округу, очень переживают за вас, за своих родственников, за всех жителей. У меня к вам огромная просьба, и я ее передаю от имени всех ингушей, с которыми я общаюсь каждый день, от имени родственников, которые очень обеспокоены, чтобы эта болезнь не коснулась жителей Ингушетии. Эта просьба заключается в том, чтобы мы оставались дома. Нужно оставаться дома во имя нашего будущего.
Нужно оставаться дома во имя наших стариков, во имя наших детей, для того, чтобы те больные, которые болеют другой болезнью, они наиболее подвержены. И каждое наше посещение их, находясь вот в этой обстановке, вот в этой ситуации, мы их подвергаем лишний раз. Вот риск очень большой. И моя просьба заключается в том, чтобы мы находились дома. Это самое, что ни на есть, лучшее, что мы сделаем, относясь друг к другу, с любовью относясь друг к другу, с пониманием. И Яндали, все пройдет, все зависит на сегодняшний день от нас с вами. Дал барца халбе масане, дал могужмяч халбе. Соблюдение режима самоизоляции, особенно в дни празднования Мархаш, касается всех и каждого. Слишком высок риск заражения COVID-19. Большинство жителей относятся с пониманием к предпринятым мерам. Все понимают, что непривычно спокойный Мархаш – явление временное. Но чтобы держать вас в курсе событий, журналисты НТРК Ингушетия, соблюдая меры безопасности, продолжают ездить по республике в гости. На этот раз наша съемочная группа побывала у семьи Манкиевых из Далакова. Репортаж Микаила Тенгиева. Второй день священного праздника Ит-аль-Фитр. Обычно в это время на улицах каждого населенного пункта слышится звонкий смех ребятишек, получивших очередную порцию сладостей от взрослых. Но в этом году коварный вирус разрушил все планы. Многие семьи празднуют дома в кругу близких родственников, а эпицентром встречи является маленький и уютный праздничный стол. Хадишат Манкиева нашу съемочную группу встречает с нескрываемой радостью. Из-за пандемии коронавируса ее, как и многих других, в эти дни практически никто не посещает. В этом году хозяйка дома не стала, как обычно, накрывать большой праздничный стол, украшенный множеством различных блюд для желанных гостей. На этот раз все скромно, но со вкусом и для семьи. Люблю накрывать этот стол в обязательном порядке у меня. Хотя у меня девочек нету, одни пацаны, но все равно. Я очень гостеприимный человек, люблю всех гостей принимать, всегда у себя. Что я хочу сейчас в этом году отметить? Хотя трудное время сейчас, данное время, все равно из-за уважения к нашему празднику я не смогла не приготовить. Хадишат почти 30 лет работает детским массажистом и помогает маленьким пациентам бороться со своими недугами. Праздник Мархаш с самого детства был для нее чем-то особенным, делится Хадишат. Каждый гость желанный, но на фоне заболеваемости лучше остаться дома и встретить праздник с родными. Гостей не ждем, пока не ждем. Алхамдулилlah, у нас есть, что можно позвонить, переговориться. У нас сейчас и телефоны, с кем можно поговорить. Всех мы поздравили, конечно, на аудио, видео есть со всеми. Мы дружим, у меня много родственников в соседней республике. Мы их давно не видим. Уже как 2 месяца почти я своих родственников не вижу, но и тем не менее надо переждать это все, я думаю. С первого дня Хадишат исправно соблюдает режим самоизоляции и следит, чтобы дети строго следовали ее примеру. Абдулмалик заканчивает 9 класс, а его брат Мурат осваивает медицину уже на 2-м курсе в ИНГУ. В этом году ребята собирались, как обычно, встретиться с друзьями и сколесить всю республику, но планы пришлось отменить. Обязательно. Горгонал получи. Огмарха, хамухойвен ситуацию, может ихтай, может телефон, да, ехташ из дура, может ураз. Я тхай группы жет хочу да, WhatsApp, что цич марк обудица, телефон да ехташ дицат. Синдикат баригистал бяла чан элчи. вирус цана дайса годоч. Масна марш кабахал тигахал мэлая зол дехка дасту шрамаш лолча. Впереди еще один день праздника Ит-аль-Фитр. Но несмотря на то, что целый год все ждали Мархаш, у жителей региона настроение нынче вовсе не то, что раньше. Все же люди надеются, что вирус скоро отступит. И следующий праздник Ит-аль-Адха мы встретим, будучи здоровыми и по традиции. Михаил Тенгиев, Магомед Даскиев, Новости 24. С поздравлениями и просьбой отметить праздник в кругу родных обратились ингушские артисты и представители спортивной сферы региона. Я поздравляю всех жителей нашей республики с этим прекрасным праздником Ит-аль-Фитр. Дорогие мои,
Я очень сильно вас прошу, посидите дома эти несколько праздничных дней, побудьте со своей семьей, поберегите всех наших родных и близких, помогите нашим врачам, которые борются с этим коронавирусом. И даст Аллах, мы с вами в будущем году обязательно поздравим друг друга лично. Весхан волш дальше, каба махкабл толбе, бусу молш саги. Хиги ахлу мялях язюль. Дех даст яхади масвер мугж мяшволш, юхдалпи. Мехкой таханы я мах дастер яхры ве бусулна хач праздник дыр. Ве адат тани ве дастер ча хозж гулқыс дар сагаж до бусулна. Таганы дишажна бе соцам бе рузбламыз фарзламыз мезгиш дақила. Мархи бехча сунната долуда хамаш таравih дыр этикаф дыр ид дыр харни цагдад ды соцам бе барвин. Аллах шица дишажна лерхм берек қағетин олж Аллаху цар сидер долдуй. Allah şediyene bosıl binaç ağdoldu. Allah şediyene geç doldu qenashd. Особенно у мех бахнахга спортсменишки мех бахнахга дихарда даразы царбагыр кезик цах сабырдыр. Хан элче я кезик вей сабырды че я лазары у кезик юх дендирвин. Лориш хаяха чох. Нас паддулдант иншаллах. Цаншингера мершуху гивей мох вей кезик сатухи. شن بهتا أغبهتا ويستيغش قيد دينا بخيدينا إتدينا ستيغش مرشخو جروين ويبواقي ناخد أغر دينانو لورب بيس كيجنا جاز أسوبنا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالخلش حيقا خلوه مالح يازول ديخ كداستا يخد مرش دوالدين دال أولوزر بالا لور دولدوي دال أولوزر بالا دوالدوي وزن دال قاستا كيشنا قال لورسون لورج ديشاش ناخ صغدا يوهيك بقول ديخ درس شوكينخ يزيق بي ستوغي يغزر بال عبول جلاحتين عبو بير دال اندري ويك يزيق ستوغي صغدا ديزروي صغدا ميوخيك ديشاش ناخ صغدا ميوخيك لورج صغدا ميوخيك كيناش او ديخ درس شوك كيزيق صغدا دروي ستوغ دروي دال اندري يغزر بال عبو ve meckiş hadildi dal endeli ve ruzbaj dedi ve daha ukhde hansk ezik сату дизви. Теперь данные по коронавирусу. Почти 9 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в стране за сутки. Всего, по официальным данным, COVID-19 в России болеют 353 427 человек. Скончались 3633. Выздоровело 118 798. Растут цифры больных и жертв коронавируса ежедневно и в Ингушетии. За минувшие сутки зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. В этом списке теперь 42 человека. И плюс 45 новых случаев заболевания по данным Оперштаба. Всего официально подтвержденных 1823 больных. Выздоровели 782 человека. 37 пациентов в тяжелом состоянии. Из них 9 на ИВЛ. За 2 дня священного праздника Ид-Аль-Фитр в регионе зафиксировано минимальное количество обратившихся за помощью в медпункты. Статистика более чем положительна, отмечают медики, особенно для первых дней Мархаш, если сравнить с предыдущими годами. Это говорит о том, что большинство прислушались к призыву отмечать праздник в кругу самых близких. Если в прошлом году больницы были просто заполнены пострадавшими с различными травмами, связанных с ДТП и пищевыми отравлениями, то в этом году все иначе. В эти дни чаще всего бывали очень много ДТП. Практически без одного ДТП не проходил день. Это как минимум. А сейчас, вот вчера, сегодня абсолютно тихо, спокойно. Практически за сутки не бывает таких серьезных ДТП. Единственное, вот эти травмы никто не исключает, они обращаются, да, это бывает. Но и то экстренно, таких планов нет. Берегите себя и своих близких, не нарушайте режим самоизоляции, поздравляйте родных и близких по телефону. Нарушение правил дорожного движения в регионе в эти дни по сравнению с прошлым годом также на порядок меньше. Тем не менее, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют не выезжать на дорогу без крайней необходимости. Родителям не пускать детей на улицу. Поберечь себя и окружающих ради всеобщей безопасности. О ситуации на дорогах региона репортаж Идриса Ижиева.
دقر حدود شلاش مدير مصنع указания главы республики постановление самоизоляции нарушать нельзя. Выехал за хлебом или на заправку – самые распространенные оправдания водителей в эти дни. Как можно меньше находиться на дорогах и улицах – единственное требование контролеров движения. Поток машин в регионе и вправду сократился, однако дороги все еще остаются оживленными. Главы республики распоряжениями без крайней необходимости. Выяснить, кто выехал поздравить родственников или по острой необходимости, сложно, но возможно. Чаще всего на Мархаш выезжают группами, поэтому сотрудники очень внимательно проверяют автомобили с 3 и более пассажирами. При выявлении нарушения самоизоляции виновному грозит административная ответственность. Составляем административные материалы по точке 20.6, часть 1. И после этого направляем в суды. Но на данный момент по сравнению с прошлым годом нарушителей намного меньше. Правоохранители отмечают положительную динамику в статистике ДТП в праздничные дни. Это благодаря тому, что новым правилам проведения Мархаш придерживаются почти все. Или все же соблюдают скоростной режим. Судить сложно. Однако такое стечение обстоятельств не может не радовать. По сравнению с прошлым годом намного легче. Имеется в виду так, как люди прислушались. Уже старших людей, которые призывали дома сидеть, а не распространение данного вируса. В ходе рейда сотрудники ГИБДД и дорожно-постовой службы выписали несколько штрафов за нарушение самоизоляции и скоростного режима. Люди, игнорирующие рекомендации правительства, одновременно пренебрегают и нормами духовно-нравственных законов. Сотрудники правоохранительных органов еще раз призывают жителей не нарушать режим самоизоляции. Дихар дысышвага таханы дыздинышкы бокол шавашта дар цар арцвалыр цанисталыр мохолы шейнах гырганах шейнахыл варлар бар. Первая гимназия Назрани вошла в топ-20 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Всероссийский рейтинг представил агентство Rex Analytica. В этот список вошли школы Северокавказского региона, чьи выпускники поступили в ведущие вузы России в сфере экономики и управления и лучшие учебные заведения СКФО. Ранее рейтинговое агентство опубликовало ежегодный список конкурентоспособных школ России, выпускники которых оказались успешнее всего при поступлении в ведущие вузы. В него вошли 160 школ и лицеев. Известный меценат Башир Куштов оказал щедрую поддержку спортсменам. С новым спортивным инвентарем смогут теперь заниматься воспитанники Карабулакского ФОКа. Спортивные груши, канаты и тренировочные мячи уже не отвечали требованиям безопасности, да и заниматься с ними было некомфортно. Решить эту проблему взялись представители спортивного клуба «Кушт». Советник министра спорта региона, президент спортклуба «Кушт» Магомед Мусаев передал в ФОК новые спортивные снаряжения для занятия боксом, атлетикой и игровыми видами спорта. Отмечу, что это далеко не первая помощь спортсменам региона, оказанная меценатом. Я ряс аллосом из хаины, зейта, заик и малята, от себя лично, от всего коллектива Карабулакского ФОКа, ряс халцан маснян. В этом году власти региона рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса Ингушетию посетят до 50 тысяч туристов. И это благодаря развитию нескольких видов туризма. Комитетом по туризму запланирован ряд республиканских и окружных мероприятий до конца года. Ведомстве планирует сделать упор на развитие нескольких видов туризма и разработку туристических маршрутов выходного дня. Ранее сообщалось, что в регионе после окончания пандемии будет повторно проведен массовый забег и восхождение на Столовую гору с привлечением жителей регионов СКФО. Также в республике намерены организовать Северокавказский фотофестиваль для увеличения потока туристов. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.